Вчера на границе прошла встреча акима Баткенского района и главы Исфаринского района Таджикистана, и стороны в который раз договорились сохранять стабильность, не поддаваться на провокации и не начинать новое строительство на неописанных участках. Однако вчера и позавчера таджикская сторона начала передвигать границы большое количество военной техники. И когда кыргызский представитель по границам связался с ними по телефону, ему ответили, что это просто внутренние передвижения. Когда последние несколько месяцев Россия тоже начала собирать большое количество своих вооруженных сил вокруг Украины, они тоже говорили, что страна имеет право передвигать на своей территории сколько войск, в какую сторону и по какому поводу. Однако сегодня в Лиликском районе на границе произошла перестрелка, есть раненые. В прошлом апреле, когда произошла однодневная война и таджикские войска совершили атаку на Кыргызстан, это тоже не могло произойти без ведома Москвы. И сейчас тоже таджикская сторона как бы хочет решить или форсировать решение пограничных вопросов силой, пока настроение в Москве не переменится из-за войны в Украине.